Сразу видно, кто хочет мира и справедливости. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Ахмад Масуд приезжал в Душанбе. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Тем временем стало известно, что лидер антиталибского сопротивления Ахмад Масуд тайно посетил Таджикистан. О чем шла речь, расскажем через минуту. Близкие к таджикскому правительству источники сообщили, что Ахмад Масуд, лидер Афганского национального фронта сопротивления, прибыл в Душанбе с коротким визитом, но затем вернулся обратно в Паншер. Три разных источника сообщили, что Масуд посетил Душанбе спустя 4 дня после произошедших в сентябре переговоров между президентом Таджикистана и премьер-министром Пакистана. Ахмад Масуд находился в Таджикистане 1,5 дня. Он отметил, что Ахмад Масуд прибыл по приглашению таджикского правительства для того, чтобы узнать его позицию, насколько он готов к переговорам с Талибаном. Премьер-министр Пакистана сказал, что он переговорит с Талибаном и поэтому попросил Эмомали Рахмона встретиться с Масудом. Ахмад Масуд дал согласие на переговоры с талибами, но от талибов больше никакой информации не последовало. По информации источников, Ахмад Масуд не встречался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а разговаривал с его сыном, спикером Маджлиса Милли Рустамом Эмомали. Власти никаких сообщений по этому поводу не делали. Подробности беседы Ахмада Масуда недоступны, однако источники говорят, что его главной целью было обсуждение с таджикским правительством вопросов о переговорах с Талибаном. Родные Ахмада Масуда не подтвердили и не опровергли его приезд в Таджикистан. Посольство Афганистана в Душанбе заявило, что он находится в Паншере. При этом в тот же период Таджикистан посетили с коротким визитом еще целый ряд чиновников свергнутого правительства Афганистана. О том, что паншерский командир Ахмад Масуд и другие лидеры сопротивления Талибану находились в Душанбе, еще в конце сентября сообщала Financial Times. Издание тогда предположило, что Таджикистан предоставил всем им убежище, и они могут использовать его в качестве базы для борьбы с талибами. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Латифи Педром, председатель Национального конгресса Афганистана, который в настоящее время находится в Таджикистане, сказал, что если начнутся переговоры и их цель о создании всеобъемлющего правительства в Афганистане будет достигнута, они никогда не будут сторонниками боевых действий. Он сказал, что высказывание руководства Таджикистана о текущей ситуации в Афганистане в рамках международных ценностей и всеобщей декларации прав человека являются нормальной практикой. По мнению Педрома, таджикское государство не может оставаться безучастными к судьбе Афганистана, почти половину населения которого составляют таджики. Даже с такой вроде бы небольшой позицией, говоря об инклюзивном правительстве, Таджикистан может сыграть огромную роль в дальнейшей судьбе Афганистана. И если Таджикистан будет стоять на своем, ни Пакистан, ни другие страны не смогут ничего сделать без его согласия, отметил Педром. Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном 13 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил свою прежнюю позицию по решению проблем Афганистана, в том числе о формировании инклюзивного правительства. Франция занимает практически такую же позицию в отношении правительства Талибана. Мухаммад Захир Абгар, посол Афганистана в Душанбе, говорит, что сегодня Таджикистан из-за своей правильной позиции в отношении Талибана оказался в центре внимания. И именно поэтому, считает Акбар, Таджикистан привлечет к себе взгляды всех, кто встал в оппозицию к правительству талибов. А вы поддерживаете такую позицию правительства? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.